вы в советские годы слушали радио «Свобода»? Конечно. При каких обстоятельствах это было, как вы это делали? Потому что было же запрещено. Запрещено было. Конечно, было страшное оглушение. Но мы находились, у меня, например, приемник спидола была такая. Потом, когда я в Якутии был, мне Андрей Сахаров на своей Нобелевской премии подарил вот эту Sony, такой, которая через всякое глушение все можно было слышать. И потом Якутия — это такое место, где глушилки не очень действовали. Радио «Свобода» очень глушилось, но кроме того, радио «Свобода» еще другие радиостанции были. «Голос Америки» тоже глушили, но не так интенсивно, скажем, как радио «Свобода». Наверное, больше всего слушателей этих радиостанций были крымские татары, потому что как собирались крымские татары, а ты слышал, вчера вот там по Бесичу говорили, что заделились. Роль вот этих радиостанций просто была огромная. В основном вот источником правдивой информации были именно эти радиостанции. Какова была, по вашему мнению, роль радио «Свобода» в падении этой империи зла? Ну, поскольку радио «Свобода», она не только на русском языке, но на языках практически многих народов вещала, а его слушателей значительно было больше, скажем, чем «Голос Америки» или Deutsche Welle. И я, когда первый мой был визит в Германию, в Мюнхене, я посещал радио «Свобода», и он официально выражал свою признательность за то, что они сделали для развала Советского Союза. Какова была роль радио «Свобода» в освещении проблематики крымских татар уже после того, как они стали возвращаться на родину? Но я помню, что наибольшая информация о крымских татарах была вот начиная с 1975 года, когда я вот объявил голодовку. Через каждые 5-10 дней радио «Свобода», радио Deutsche Welle, вот у Мустафы Джемилева 40-й день, 45-й день, 50-й день. Он объявлял, он держит голодовку в омской тюрьме, и заодно они говорили, кто такой Мустафа Джемилев, чего он добивается, кто такие крымские татары. И вот это был тот период, где, можно сказать, был прорыв информационный именно по информации о крымских татарах.